Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Наличие антител или положительный тест на коронавирус, что дает основание выдавать сертификат переболевшего на 1 год. Успешная семья, успешная Россия. Форум с таким девизом проводит торгово-промышленная палата. В нем активно участвуют якутяне. Все верят в чудеса, посчитали ленские волонтеры и провели одноименную акцию. Наличие антител или положительный тест на коронавирус дает основание выдавать сертификат переболевшего на год. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Наличие антител и информации в системе о положительном тесте ПЦР дает возможности выдать сертификат на год, сказала она. Голикова пояснила, что это касается той категории граждан, которые имели положительный тест на коронавирус, но не обращались к врачу. Граждане, которые перенесли ковид бессимптомно и не имели положительного теста на коронавирус, могут сдать тест на антитела и при их наличии получить сертификат на 6 месяцев. Тем временем число новых заражений коронавирусом в Якутии стремительно растет. За минувшие сутки заболели 310 человек в регионе. Из них в Якутске 237. В Алданском районе 25 случаев заражения. В Нерюнгринском 13. В Чурапчинском 9. В Мирнинском 7. В Верхоянском районе 6 случаев. В Ленском и Сунтарском по 5. И в Хангаласском улусе заболели 3 человека за сутки. Минспорт Якутии ввел дополнительные ограничения при проведении официальных спортивных мероприятий. Соответствующий приказ подписал министр по физкультуре и спорту региона Иннокентий Григорьев. В нем говорится, что зрителей не будут допускать при проведении официальных спортивных мероприятий. Также подведомственным учреждениям Минспорта поручили исключить проведение официальных церемоний открытия и закрытия мероприятий, личное участие спортсменов, тренеров, судей в пресс-конференциях, интервью, встречах со СМИ и иных активностях с массовым пребыванием людей. Другим темам: успешная семья, успешная Россия. Форум с таким девизом проводит торгово-промышленная палата уже в 4-й раз. В нем принимают участие представители семейного бизнеса со всей России. В Москву приехала и большая якутская делегация. Глава республики Айсан Николаев встретился с нашими предпринимателями, которые представляют самые различные сферы деятельности. Это и ювелирное дело, продукты, швейное производство. Якутяне на форуме представили проекты, которые пользуются большим интересом и раскрывают богатство и уникальность республики, отметил Айсан Николаев. Главная задача форума – это развитие семейного предпринимательства. На его площадках работает выставка, проходят дискуссии и круглые столы. Открыл мероприятие премьер-министр России Михаил Мишустин, который особо отметил именно якутские стенды. Да, волнение было поначалу, потому что это вот такое ответственное мероприятие, мы долго к нему готовились, очень тщательно, основательно. Но когда Михаил Владимирович подошел к стенду, уже было как-то свободнее, спокойнее, он как себе очень хорошо располагает. Михаилу Владимировичу мы рассказали о нашей фирме, как она становилась, как зарождалась, как развивалась. Его очень удивили наши украшения, очень понравились, что они такие этнические, несут свои корни якутские наши из глубоких традиций. Постоянный комитет Госсобрания Елтумен по государственному строительству и местному самоуправлению рассмотрел законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Речь идет о переходе на одноуровневую организацию местного самоуправления. Все подробности у Ульяны Шагиной. Новый проект закона в основном сохраняет положение действующего ныне федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Между тем, есть и принципиально новые изменения. К новшествам, к примеру, можно отнести переход к одноуровневой организации власти на местах. Мы выставили взаимодействие между всеми уровнями власти – федеральной, региональной и муниципальной. И что сегодня местное самоуправление – муниципальное образование будут встраиваться в публичную власть, систему публичной власти. Это совершенно правильное решение. Мы же знаем из практики, уже вот практика реализации 131-го федерального закона, где сегодня не очень четко были определены полномочия, и они не очень связаны были с бюджетной обеспеченностью. Экономические вопросы всегда были темой дискуссий. А полномочия, которые были обозначены, они были нечетко разграничены. Плюс 131 ФЗ,
он, конечно, имел очень много поправок, которые тоже вызывали определенные трудности. И я считаю, что, конечно, это вот вызывало определенные вопросы в реализации данного закона. Надеюсь, что вот на самом деле принятие данного законопроекта, но с учетом наших особенностей, да, плотность населения, природно-климатические условия. Эти вопросы, они есть, но они преодолимы, и, в принципе, в ходе обсуждения они могут быть решены. Глава округа будет являться как муниципальной, так и государственной должностью. То есть он непосредственно будет принимать участие в защите интересов населения своего округа, участвовать во всех судьбоносных решениях, принимаемых органами государственной власти. Я являюсь одним из первых глав наследников, которые были назначены в 91-92 годах, когда прекратилось существование советов, да, и были внедрен институт глав и администрации. Нас назначал глава района, которого, между прочим, назначал президент республики. Тогда мы имели, конечно, не бюджет, а смету доходов и расходов своего бюджета. Наследник имел свою территорию, мы имели свою границу. Законопроект, как утверждают эксперты, позволит четче видеть и планировать развитие муниципального образования. Развитие каждого населенного пункта будет прописываться в стратегии округа с финансовым обеспечением. Останутся в сохранности существующие ныне границы административно-территориальных органов. Это улусы, города, поселки, наслега и села. Здесь нет запрета, нет ограничения. Можно именно наследной администрации, это будет территориальный орган улусного. Усалданский улус – это муниципальный округ, а Имяконский улус – это муниципальный округ. И его территория состоит из территории наследов, если такой предусмотреть принцип, и органы тоже этих наследов сохранить, как территориальные органы муниципального округа, администрации муниципального округа, то здесь все остается на своих местах. Более детальное обсуждение законопроекта состоится на внеочередном заседании парламента уже 17 января. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Двое жителей Инамского района в местности Кенкеме поймали волчицу с помощью капкана. Одному хищнику удалось сбежать. Отмечается, что почти в каждом населенном пункте района созданы бригады волчатников, которые выходят на охоту. На основании постановления главы района Юрия Слепцова охотникам-волчатникам предусмотрена премия в размере 10 тысяч рублей за одного волка. В Инамском районе за 2019 год добыли 12 волков и одного медведя, в 2020 году 14 волков и 3 медведей, в прошлом году 4 волков и 2 медведей. В Мирном за время новогодних каникул сотрудники городского приюта по заявкам горожан отловили 6 бездомных собак. После животных передали на временное содержание в приют. Что ждет бродячих четвероногих после отлова, расскажут наши коллеги. С ошейниками и без стая собак спокойно гуляет в центре Мирного. Горожанам не пристают, агрессивность не проявляют. Смотрю, миролюбивая, а вообще надо порядок навести, это вообще невозможно. И там, где советская, там много еще собак. Свору собак горожане наблюдают в разных уголках Мирного. Четвероногие мигрируют из одной части города в другую в поисках пропитания. И находят его чаще всего на свалках и в мусорных баках. Вот собаки без ошейника, но не боятся людей, сами подбегают. Видимо, их все-таки кормят здесь. Поэтому, видите, он просит еду. Это говорит о том, что их подкармливают в частном секторе. Вон их сколько. Ну, каждый день прохожу мимо на работу и с работы. До Нового года было много собак. Сейчас собак как бы, ну вот одна-две, но в основном с ошейниками. Да, вот они сторонятся, то есть они обходят. Не видел, чтобы кидались на кого-нибудь, но просто как бы осторожность, конечно, какая-то есть. Страшно иногда.
Страшно не только за себя, за детей, говорят наши зрители. Горожане обеспокоены. Считают, с каждым годом собак на улице все больше и больше. Винят в этом недобросовестных хозяев, которые бросают питомцев на произвол судьбы или отправляют на самовыгул. На воле животные размножаются, таков уж инстинкт, а владельцы потом не знают, как быть щенками. Оставить не могут, топить жалко, остается подбросить кому-то, в лучшем случае обратиться к волонтерам. Численность бродячих животных городские власти пытаются урегулировать гуманным способом. Работники приюта отлавливают и стерилизуют собак. Этого пса поймали с помощью самозахлопывающейся клетки. Обычно на приманку попадает молодняк. Со взрослыми особями иначе. Они хитрее и боязливее. Увидев знакомые лица ловца, убегают. Отловленных животных везут в приют временного содержания на 10-дневный карантин. Очень много стало попадаться домашних животных, в том числе с ошейниками. Но в основном мы же все знаем, что животные у нас, собаки, это домашние животные, которые остались без надзора. Когда собака отсидела на карантине, ее смотрит ветеринар. Делает прививку от бешенства, стерилизует. Так за год сделали 250 операций. Чип в ухо получают только неагрессивные и привитые. Их возвращают на улицу. А опасных для человека особей оставляют в приюте на пожизненное содержание. Сегодня здесь 4 таких пса. Выразить большую благодарность волонтерам, которые непосредственно делом и помогают нам здесь ухаживать за животными. Приют в Мирном не пустует. Увозят одних собак, привозят других. Заявки на отлов от горожан поступают каждый день. Если вы увидели на улице собаку без чипа, это повод позвонить в службу отлова. Номера на экране. Денег с вас за это не возьмут. А еще лучше, если после всех процедур животное заберете себе домой. Иванна Филиппова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Все верят в чудеса, посчитали ленские волонтеры и провели одноименную акцию. Активисты организации «Добродетель» поздравили с прошедшим Рождеством одиноких пенсионеров. С 2018 года акцию проводят депутаты районного совета, предприниматели, руководители организации и неравнодушные люди. Помогают, закупают сладкие и продуктовые наборы. В этот раз собрали 2 экипажа подарков. Списочки нам предоставляют всегда районный совет ветеранов и общество инвалидов. Эти подарки состоят из продуктовых наборов и из сладких. Мы их потом объединяем в один большой набор. Пусть наша акция принесет радость, принесет добро пожилым людям. И пусть этот мир будет чуточку добрее от таких вот добрых мероприятий. Ветераны обрадовались появлению новогодних героев на пороге квартир и домов. Старались задержать гостей подольше, ведь им так хочется общения. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.